Бадра Гумба, который является якобы президентом Абхазии, выигрывает выборы, поднимает бокал, полчаса своим выборщикам говорит спасибо на русском языке, и в конце словом «Уйтабуб» все это заключает. Да. Ну, армяне абхазский язык не знают, и армяне его выбрали. Может быть, из-за этого. Ну, сейчас, если без шуток, то получается так, что абхазский язык и так не популярен, и если массово туда переселяться русский, он умрет. Да. В прямом смысле этого слова умрет. Ну, конечно. Но абхазский язык и сейчас находится на втором плане. Как ты уже подчеркнул, все происходит на русском языке. Более того, да, так скажем, конституция, которая сегодня есть в Абхазии, она тоже написана на русском языке. А ты знаешь, почему конституция написана на русском языке? Потому что она полностью скопирована с российской конституцией, да. И им стало лень даже ее переводить. Потому что некоторые слова не смогли перевести, нет знатоков абхазского языка до такой степени, чтобы конституцию переводить, понимаешь? Да. Вот. Ну, там знаешь, что стоит заметить? Вот смотри. Даже гимн, если взять абхазский, вот даже когда кстати, вот я это, его не слышал. Даже когда вот эти выборы все проходили, гимн абхазский нигде никто не включал. Потому что они не знают. Вот в стримах, когда поднимаются, я всех спрашивают, что давайте хоть один куплет на абхазском. Да. А ничего, я тут буду. Они просто. Я же понимаю, что они не знают это. Да. Нет, я тоже спрашивал, и он мне говорит, я сейчас что, в стриме буду петь? Я говорю, мне твои вокальные данные не нужны. Да. Просто можешь. Просто как это банально, просто как бы отойти от темы, отмазаться. Потому что даже когда вот, я у себя на эфирах разговариваю, банальные вещи задаю касательно алфавита, там сколько букв в абхазском алфавите. И начинается, вот 3 часа тележения, я сейчас тут алфавит рассказывать буду. Я говорю, просто цифру скажи, не надо. Нет, не знают люди, понимаешь? Ну, печально, да, это очень печально, потому что нас вроде обвиняли, что мы уничтожали их язык, запрещали им говорить на абхазском, а получается, что то поколение очень хорошо знает абхазский язык, а новое поколение, типа после независимости Абхазии, они вообще не используют абхазский язык. Может, где-то в горах или в село кто-то говорит на абхазском, но в Гагре, Сухуми, в городах для них этого очень русский язык ходовой. Да. Ну а что? Вот когда ты находился в Сухуми, вот когда ты заходил в магазин, ты где-нибудь слышал абхазскую речь, например, там, не знаю, там, я хочу купить 2 хлеба или там 5 яиц на русском. Языке. Единственное только там к бабушке я домой приду, ей 90 лет, она, на абхазском разговаривает. Да, поколение. Если не бабушки и дедушки, вообще этого языка не типа, когда мы старое поколение, они еще как-то что-то, они знают и грузинский, и абхазский, и мигрельский, и русский знают, и дома как-то, А в основном везде все, магазин, там, куда бы что-то ни пошел, везде используется только русский язык. Если вы заметили, когда была предвыборная кампания, когда они встречались, с людьми, там, где сидели взрослые, они обращались на абхазском. А там, где в основном были молодежь, они говорили по-русски. Да. Вот это было прямо заметно. Нет, возьмем депутатов, так называемых депутатов. Они уже люди взрослые, там в основном всем, как минимум за 45. И как только у них какие-то сессии племенные начинаются, они 2 слова на абхазском, полчаса на русском, 2 слова на абхазском, полчаса на русском. Да. Я там не что-то понимаю, где-то в чем независимость, в чем продвижение? Даже школы взять, абхазский язык, там что-то есть с 1 по 4 класс, а дальше все на русском языке идет. Явно же видно, что словарного запаса не хватает, чтобы выразить свои мысли. Учебники в основном тоже все, они, на русском языке. Кстати, я еще заметила, видео недавно смотрела, там женщина что-то объясняет, что не Бог, а, какой-то там момент грамматический. И вот в 2025 году они еще в грамматике не разобрались, а нам говорят, что мы закрывали абхазские школы. По-моему, 32 лет как минимум только их должно было бы хватить.